Так. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Я чуть не начал без микрофона стрим, прикиньте, он просто вырубился. Я одновременно с тем, как трындеть, глянул случайно микшер, да, и он там не шевелился. Не шевелился, ну не важно, не важно, сегодня пятница, сегодня леопард, это значит, что у нас шевелиться будет все, что угодно, особенно в трусах, да, а все остальное не будет, Время танков, да, время нагиба и настоящих мужских утех. Так, давайте мы камеру вырубим. Давайте мы сначала поставим. Да, на месте что складывается, поэтому я вечно раскладываю. Чтобы она в морду не светила этим цветом. Всем драть! Всем драть! Во-первых, хочу выказать глубочайшее уважение и спасибо господину Сергею. Да, он же Сергей Подворный. В комментариях он есть. Целых 10 клипов задонатил вне стрима. И мы их внезапно сейчас будем слушать. Вот, так что музыкальное сопровождение у нас за счет уважаемого Сергея похлопает. Молодому человеку огромное тебе спасибо, родной. Так, значит, свои музыкальные эти поделки я вырубаю. Да. Вот это вырубаем. А вот это вырубаем. Но надеюсь, по звуку нормально. Ну и стрим, скорее всего, ёбнут, да кому и не насрать, да? На запись стрима, скорее всего, ёбнут. Значит так, у нас Леочард. Будем на нем по чуть-чуть подбивать отметки, а потом их успешно брать. Несмотря на всякие невзгоды, да, в виде лагов на сервере и так далее. Я думаю, что на Леопарде надо сыграть не 100, не 200 боев, да, на отметке, а целых, там, не знаю, 500, было бы нехеровенько. Но это как бы марафон длиною в жизнь, наверное. Я не буду каждый день стримить на Леопарде, правильно? Ну вот и все. Значит так, читаем комментарии и поедем вперед. Там что, мужики? А, это руки, ладно. Ладно, все. Вадим, здорово, уже наготове. Правильно, правильно. О, это нам надо, да, спасибо еще раз, Серега, за все. Грозь, здорово, стримера тянет к немецкой мощи. Наверное, корни осуждаю. Но вы же видите, я истинный ариец, по крайней мере, внешне. Да, но вообще, кроме шуток, у меня это... Какой нахер немец, да? Ну, вроде как у меня дед немцем. Ой, немцем. Электриком служил. Это он 2 молнии на каске был. То есть максимально безобидная, родословная. Так, Перхотинец, здорово. Дорогой Вячеслав, мое почтение и тебе тоже. Никита Филатов, привет, рад тебя видеть. Семен, удачи в боях, спасибо, родной. Спасибо. Так, ну бусты все прожаты, да, прожаты. Успешно. Я надеюсь, что клип не сдвоился. Я просто не знаю, как он должен звучать в оригинале. Вроде не сдвоился. Да, ну все. Let's suck. Let's suck, сам дик. Всем всех с пятницей. Всем приятного вечера, приятных выходных. Погнали. Погнали, админ, здорово. Бараза, привет, привет. Привет, братан. Мы снова на РУ-4, узнаем, что же здесь по лагам. Всю неделю лагало, интересно, будет ли сегодня. Вообще надо было, наверное, на РУ-2 заходить сразу же. Ну, по FPS, кстати, показывало все чики-брики. Типа даже не сагдик там. Вот поэтому не надо тут ля-ля. Что за взаимовыручка? Не интересует. ЛБЗ на фраге меня больше всего бесит. Не, есть еще и более тупые. Так, номер карты скидывать или что там такое? Не, это номер телефона, скорее всего. Влад 72. Пес. Пес. Короче, все максимально удачно. Прекрасный сетап, без арты, но здесь, кстати, арта не достает. Нас нормально зареспило, нет никаких оправданий, да. Так что, если я отсосу, буду виноват исключительно сам. К сожалению. Не на кого стрелки перевести, это очень плохо. Ну ладно, у нас же еще лаги с пингом, да, всякие проблемы еще остаются, так что еще не вечер. Не вечер, виноватых мы обязательно найдем. Один, походу, сдвоился.
Хорошо. Первая кровь. Бля, нахера я в него стрелял? Я ему не дал урон. То я его обнаружил. И не пробил, тоже я. Ой. Жалкая жаль. Dictates. Интересно, как переводится. Ой, что-то мы в камушек въехали, свиночерт. Я не думаю, что он попадет на этом дерьме к Саревым. Даже в своем свинорежиме. Ну-ка. Ладно. Ладно, про тупых. Вообще дерьмовенько ситуевина складывается, нас могут оттуда начекать. Да, как начекают, так и обоссут. Вот. Главное, чтобы оттуда мне не всунули. Бля, ну вот, как можно быть таким молотоводом мерзким, это вообще? Я тут не выставлюсь. Там Т-30, да, дед 4 и все. Давай выкати ты, ё-моё. Неужели не заряженный? Не верю. Где ты? Где ты, пердочка? Эти не чекаются вообще. Выкати говно. Он, походу, один раз выкатался, ему хватило. И он завязал. Да, деда мы тут не поймаем. За влажный эйнал. Как я вас люблю, дорогие подписчики, если бы вы знали. Так, царь сосай. Царский отсос. Ебади. А вот в очко кого-то сквернили, слышали? Слышали этот звук? Кого-то сквернили в очко? А если я вежливо попытаюсь подсветить? Обстановочка не по кайфу, нихера. Да, ехать как-то поддавливать. Да уж. На уж Вячеслав не настрелял нихера. Этот дик еще пол хп, вы знаете? Я не так поехал. Напарюсь на кобру, он мне все сани сорвет с петель. Ладно, вон кобра. Нож гусля. Нам пригодится. Бля. Что, куда ты поехал, дебил? Размен. Очень плохо. Да, ну да ладно. Ладно, 4200 пойдет. Для начала особенно. Чики-брики, будут еще мужские танки, конечно. ВКарик будет очень долго и нудно проходить. Там до 3 отметок. Первого гора боев. Минимум 500. Минимум. На чем-то надо пофармить.
Может быть, даже на БЗ-176 на выходных поиграем. Чем Слейв не шутит, как говорится, да? А, ну все, мы здесь все вкачали. Понимаю. Понимаю, погнали дальше. Алмат, привет. 1 лайк поставил, 2 Гачеславом поздоровался. Здравия желаю, Вячеслав Сагдик, удачного стрима и меньше слэва. Спасибо, родной. Я не нажал в бой, извини. Спасибо, братан. Спасибо тебе тоже. Легкого, прекрасного вечера. И высококлассных путей. Винторез, салам. Всем здрасте. Серега, спасибо за 500 рублей и за 10 песен одновременно. Спасибо, ребятки, за лайки. Я пока что... Ну, давайте мы чекнем, да, сколько там лайков. А лайков 14. Хорошо. Хорошо. Так, я на С4 есть метки поиграю на нем. Да, на С4 есть. Брали отметки. Надо будет, да, может, на нем покататься. Я на выходных пофармлю, а на следующей неделе, может, какой-то будний день, может, даже в понедельник поиграем. Посмотрим, может, в воскресенье. Как пися ляжет. А мы успеем на перекатку, как вы думаете? Ну, просто можем успеть. Да, есть такая вероятность. Вообще, как-то можно даже вежливо отсюда, мне кажется, грилеев подчекать, которые будут ехать наверх. Это уже совсем другая история. Меня больше заботит мысль вот здесь вот, хватит мне ОВН или не хватит. Так, значит, тяжелее не успел поймать Амауса. Маус неуловимый. Где Маус? О, Якин едет хотя бы. Я уже собирался уехать. Кого-то, да, просунули жестко. Короче, Маус неизвестно где, скорее сейчас вот здесь вот закатится, и мы все огорчим. Угу. Опа. Вот и Маус. А я говорил, а я говорил. Пиздец, дед, ты ёбнутый совсем? У меня залагала эта хуйня. Да, на меня, блядь. Пиздец, меня сейчас убьет. Блять! Хорош. Иди нахер, говно. Как я убил. О! Там, если что, у нас гриль был. Я не знаю, куда он видимо, уехал дальше. Маус конч поехал именно сюда. Блин, ну кто знал, да, что он еще сюда будет дальше агриться. Может быть, стоило сюда заехать. Но мне кажется, оттуда меня уже пизданули. Тут не хватило немножко совсем. Падать вниз, ну хотя там, кстати, можно было за камень заехать, да? Но я счел, что это маловероятно, что я засейвлюсь. Ну ладно. Ладно, в таком дерьме 3300 еще, хер с ним. У меня порался Бочетелен и Маус.
Кто такое было? Интересная компания, кстати, поролась. Блин, я хз, как попал на твои стримы, но уже как 2 недели перед сном. Нормальный такой расслабон. Ну вот. Вот. Ну потому что нервишки у меня даже в полном пиздарезе не шалят. Потому что под писюнчик надо заряжать нормальным настроением. Расстроиться вы успеете на работе, да, и жена тоже расстроит по-любому. Кому-нибудь хуйню будет требовать, как обычно. Но у меня можете отдохнуть. Это настоящее мужское убежище, можно так назвать. Так, что не так, да. Опять видел тебя, босс, здорово. Да, ну ты видел, на меня вкатила самая странная эта тайка в истории там. Маус и бачат. Да, причем маус с самого неожиданного направления. Да уж, хотя вот, знаете что, у меня была мысль, если я свалю вниз, да, и маус меня не пизданет, я просто пойду за ртой. И, ну, представляете, сколько бы грязи получилось. Ну да ладно. Александр, здорово. Гачеслав заряжен. Макарошки с сосисками заряжены. Вечер прекрасен. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем приятного вечера. Надеюсь, что пиво будет достаточно вкусным и холодным, да, что обязательно должно быть. Давайте посмотрю. Вот так вот я в камере нормально сижу. А это я как не нарежу. Я в нарезке, знаете, как сижу? Вот. Сейчас. Вот так. Ну, типа, место для рекламы освобождаю. Конечно же, это ЗБС. Но никто с рекламы еще не пришел. Поэтому так сидеть нельзя. Так, если стрим, так назови. Настоящий мужской беда. Да. Спасибо, пожалуйста. Мы, кстати, еще победим. Но дед вон там, я не знаю, кого искал и ждал дед, он там мог бы намного раньше давать урон. Может быть, даже не впустили бы Мовиса. Да и хрен с ним. Хрен бы с ним. Так, хай всем, Игорь, здорово. Пиво остывайте, ну бра. Все верно. Пиво должно быть в нужной кондиции. Стаканчик должен быть холодненьким. Бывает такое, что домой зарулишь с пивасом. Оно стояло не в холодильнике, а на полке. И есть такой у Вячеслава лайфхак. Берется стакан. Ну, у меня бокалов всяких разных. Кировоград под пиво. Потому что я всегда пил пиво с бокалов. Но оно банально вкуснее намного, чем с бутылки пить. Во-первых. Во-вторых, хули я дома не могу... У меня бутылки сосать, что ли? Есть пососать что-то и получше, да? Поэтому пью с бокалов. Кстати, туз на жопе, пацанам. Осуждаем. Вот, наливаешь холодной водой, ледяной бокал наполняешь, я имею в виду. И вот постоять, пока стекло промерзнет хорошенечко. А лучше перед этим вот сначала подержать под холодной водой, да, там покрутить внешней стороной, пускай на нее придется холодная вода, потом залить холодной водой и постоять. Вот там стакан очень быстро запотеет, вылить холодную воду и туда залить пиво, будет получше. Пиво будет похолоднее. Так, дед был в медитации. Да, дед там вспоминал, где самогонку спрятал, пьет. Сау залепил, если бы он не написал подъедь, он бы так и не подъехал. Да при том, что я выехал, чекнул вычислённый Мауса, да, бат откатился, Маус медленно ехал. Деду было конкретно насрать. Но вообще не осуждаю, потому что мало кто чекает карту. Это нормально. Это нормально. Некто, привет. Как дела? Скажи, пожалуйста, если не секрет, кем ты работаешь? Торговым представителем. Работаю. Вот задача общаться с девками 24/7. И желательно ни в чью пилотку пальцы не сувать, потому что клиент так растеряется. Вот. Если что, музыку задонатил Серега. Целых 10 клипов вне стрима. Вот, так что наслаждаемся музончиком пятничным. Так, поэтому я всегда беру из холодоса в магазине, и когда прихожу, кидаю его в морозилку, и оно в кондиции 100 из 10. Ну, да, это здорово.
Ты молодец. Но у меня, допустим, фобия. Я всегда беру пиво, ну, либо на разлив, да, там оно и так уже забысы. Либо в стекле, и я несколько раз кидал в морозилку и забывал, блядь. Ну вот, конечно, спросите, как можно забыть пиво в морозилке, что дебил? Да, ну что, хочешь сказать, у тебя еще лежит больше, чем час? Ну, бывало такое, бывало. Ну и, короче, когда оно замерзает, стекло трескается, и как и надежда побухать. Эти карты ни хера не для леопарда. Жалко и жаль. Владимир, здорово. Я прочитаю все комменты, я там уже вижу троху протупыв, не все прочитал. Не дали урон. А, все дали, хорошо. Фугасом. Я чувствую фризы. Да, он моргает лампочку трохи. Тут рамсить нельзя. То щечки сорвут с петель. Еще бабахи тоже не чекали, где угодно могут быть. Свиньи вот эти снайперят. Леопардовая точность. А все в леопардовых трусах? Похоже, кто-то не в леопардовых трусах, если тычки не летят. Сука, так и знал. Бабаха. Опа. Опа! Бабашки себе шотнули. По щечкам. Бля, я не знаю, как зашла. Меня устраивает. Ну, Лёша. Блядь, славянин. Под артой тут терплю. Пикнули меня. Тебя услышала. Я поняла. Блядь, а как мне его всунуть? Как мне тут подсунуть писюн? Кто шарит? А, никак, потому что сейчас убьет. Как, да подкат. Да. Нет, 760. На голди. Быстро сваливаем. Деда тоже призываем. К пацифизму. Ой, блядь. Не всуну, наверное. А вот здесь мог. Да уж так вышло. Надо, пока я не проебал время, просто бежать отсюда. Ну как, я уже проебал, да, и у меня, очевидно, нет настрела. Но я могу еще справиться. У меня еще сотка не на чек, еще будет здорово. Я понял. Не знаю, где сотка, но я почти уверен, что он, если что, меня подцелит и жмет.
Ну-ка, М60 полетит на него или нет? Если вежливо подозрение, что он все-таки полетит. 30 копеек. Ну это шанс мой пострелять. Хуять мне дает. Ну, он, очевидно, вот отсюда где-то, да, стрелял? Deep Dark Fantasies. Good Slave, never die. Иди-ка ты нахуй, говно. Ясно, я понял. Два раза, две гусли, блять. Две гусли. Я остался специально, чтобы здесь что-то, да, поддать. Но нихера не поддал. Да, ну я не знаю. Я просто в ту сторону тоже ехать. Мне казалось так все перспектива, потому что там тоже их распяли. Да, здесь могут стать в круг. Да ладно. Так. Бля, берешь бокал пивной, окунаешь в воду, выливаешь воду, суешь в морозилку. Как время пить достаешь. Ну, понятное дело, просто бывает такое, что ты вот пришел, у тебя не готово ничего. Ты спонтанно взял и пиво зацепил. Так-то заранее, конечно, можно подготовиться, будь здоров. Дача в боях, так, Владимир, спасибо. Игорь Николаев, здорово. Вячеслав, когда будет стрим с деревенских войн? А я ему сказал, что в любое время пиши, звони, мы с тобой повторим. Вот, пока что не звонил, не писал. Как напишут, так и договоримся. Я ему сказал, что в любое время готов. Вот, обещание свое выполняю, так что переобуваться я не буду. Так. Погоди, разве у 121Б раньше пробитие на подколах не 261? А оно и сейчас, наверное, такое. На голде только вообще 350. Да, я сколько раз тоже забывал морозилки пива. Да, в линию фронта будешь играть? Но у меня есть один тотал смешной. Китайский 7-й левел. Который там БЗ какой-то. Не знаю. Мне кажется, ну нахуй никому не надо. Вот, может я втихую поиграю чуть. Зато из пива забытого морозилки получается пивное мороженое. Да, Вячеслав, а вы какое пиво предпочитаете? Светлое, нефильтрованное. Вот, но некоторые... Я раньше сам варил пиво. И у меня темное получалось просто... Прекрасно. Ну, у нас тут пивоварня есть. Тут Басу Джим где-то в чате был. И там варят пиво. Оно все светлое, но на деле оно... Такое, как не фильтро. Короче, оно плотное очень. Вот мне кажется, чем плотнее пиво, тем оно пиже. Да, и возможно даже не важно, это будет светлое либо темное. Тайп АФК или нет? Ну-ка, здесь где-то будет. Можно будет просунуть. Подлагивает, сука. Ой, хорошо. Туда выстрелил. Вячеслав, ты не туда воюешь. Дедушка. Мне кажется, отсюда можно дедушку сплюнуть. Если это сделать вежливо, да, с уважением, то можно так сделать. Не сплюнешь. Перечекать, скорее всего. Там никого.
Ой, блядь. Годзилла, какой ты умничка, котик. Такое место зачетыренное. Ой, хорошо. Теперь Гучла будет дрочить только в этом месте. Придроченное место такое тут, да. Мне кажется, Годзилла точно пьяный здесь будет где-то рамсить сейчас. Что творит? Что творит Тина? Надо потерпеть здесь, конечно. Абьюз. Абьюзер. Ну. Эх, суки. Опа, вкат. Хорошо. Отлично, мы ему еще досунем. Нет, не досунем. Закончу все. Ну какой же ты мудак. А что за песня такая необычная? У меня скользкие камни только что были, извиняюсь. А, это, наверное, сервер скользкий. Это скользкий сервер. Да ехать за ним. Он обосрет всем жопу сейчас. Так он как-то тугонько едет, ё-моё, даже я его не узнаю. Ну-ка, поехали его доберем. Они, блин, сагрились, да? Про доходягу китайского. Мне кажется, я ему второй дал слепой все-таки. Мне даст минимум 2. Вот так вот не даст 2. Блять, я состорожничал, это был фаил. Это был фаил. Где это дерьмо? Не, это, ну это мем. Вы поняли? Я гоняюсь просто за куском подлива вот этим. Да, если мне повезло, я дерьмо выстрелил. Мы, кстати, вежливо каточку подсливаем, я бы так сказал. Да, еще как. Ух ты, блядь, тут дед. Ну что, стреляй, говно, стреляй. Только быка не критой. Нам уже все посыпались, говнари. Ладно, так сойдет тоже. Хорош. Если я уеду... А, сука!
Я не успел, ну ладно. Ладно. Ладно, ну как бы, что я сделал бы, да, дед приехал по полю. Так. Так, зато SP... Какие характеристики ПК? i5 12400, 350 видеоха. Блок питания 550. Ладно, дососут хер с ними. Я хотя бы 5000 дал. А в прошлой катке на 2200, да, я отсосал где-то. Бля, херово. Херово. Андрей Донбасс, здорово. В последнее время майкопское животное. Майкопское животное. Это и такое пиво, шалей. Ливария, сука, да. На Ливарию садиться удобно. Как раз сижу, пью светлый нефель, молодец. Красиво нагиба, жму руку, экспо, здорово, спасибо. Спасибо. Сегодня Балтийская пятница, если что, все верно. Так что пьем только Балтику. Пьем Регалтику. Обрыгали. Что там еще? Какое пиво хорошее? Кто шарит? Кто разбирается в пиве? Я что-то белорусского не... Ну, у нас что, Крыница есть пиво тоже дешманское. Что еще у нас есть? Ну, Обрыгалия, наверное, самая популярная. Ну, Реческая, да, есть такое у нас. Она примерно все одного диапазона. Бобров такое есть в Беларуси. Она все примерно одинаковое. Ну, Бобров, ладно, дерьмо. Я был как-то на фестивале Рок за Бобров. Там было вообще, ну, прикольно, все за БС. Вот единственное, что там в туалеты очереди были к Заколбасовой в 91-м. Но... Ну, и люди ходили... Там, короче, такой буквой П, карман, если можно так назвать, был выставлен туалеты. И их там, ну, штук 50. Народу было столько, что там была бешеная очередь в эти туалеты. Вот, и за одной стеной из туалетов стояла... Ну, как бы просто туалеты спиной стояли. Вот, и уже когда темно было, все такое, некоторые люди просто садились там, ну, если бабы, да, поссать, пацаны рядом тоже поссать, там вот буквально между ними расстояние было метров 5. И мусора ходили, ловили их. Вот это организация. Это была организация. Ну да ладно, не об этом. Так вот, там был фудкорт некий, да, там херогора палаток с всяким шашлыком, пивасом и так далее. Палаток там, наверное, штук 100 было всяких разных. И, блядь, нигде нельзя было купить воды. Везде продавалось только бобров, только пиво и все. Ни воды, ни хера вообще. Хочешь пить, пиво покупай. Я, конечно, тогда... Ну, охерел, а пиво дерьмо. Что самое грустное, пиво было дерьмо. Так. Годность. Здорово, родные гей-бой, Борис, здорово. Здорово. Или животное падает, рыбку копченую пьешь, не смотришь, сколько легко пьется, по итогу смел 5 литров. Ну, я не пил такой, у нас не продается. У нас не продается. Так, Гачеслав в режиме терпежа. Ну да ладно, могло быть хуже. Могло быть. Могло быть, но не стало, да? Спасибо, Серега, за 10 песен вне стрима. Вот только что дослушали, судя по всему. Хорошо. Ну и, конечно же, за... оставить, наверное, 11 за 550 рублей. Спасибо, родные. Так. Прожмем бусты. Погнали. Так, главное, что у вас есть батька, все верно. Все, приветствую, Борис. Угу. Никита, здорово. Граф, привет, здорово, гей. Собираюсь организовать мужскую пати, ты с нами? Конечно, конечно. Так, все мы тебе прислать. Пиво? Ну, блин, ну у нас объективно дохера есть пиво, которое хорошее, разливное. Вот, а разливуха будет идти, сам знаешь. Ну, даже не разливуха, просто там бутылка пива будет идти дня 3. А разливуха, наверное, она залежится там и все такое. Вот. Ну, я бы въебал, конечно. Но мне кажется, ему будет пизда, когда он дойдет. Лидское пиво брал, очень понравилось, но в Москве хрен найдешь. Семен, что больше нравится, водка или пиво? Ну, вообще, честно говоря, я не любитель бухать. Вообще, я когда бухой себя прекрасно веду, да, я еще веселее, чем обычно. Вот, но
мне не нравится мое пьяное состояние. Меня устраивает трезвое. Не то чтобы устраивает, мне оно больше нравится, потому что я столько раз нажирался, и мне настолько свежи почему-то воспоминания о том, как мне было хуёво, что я пью только когда надо. Вот. А если для развлекухи, то я пью там, не знаю, не больше 2 литров пива, наверное. Ну, с госпожой бывает еще мартишку пью, там очень качественный спирт в этой мартишке, и но от него ни херово, ничего. Но там коктейли бодяжат, все, всякое такое, и бывает с ней за компанию синячу. Вот, а так, чтобы нахуячиваться, не. Ну, понятное дело, что иногда надо там, да, иногда там, не знаю, какой-нибудь кореш приедет, да, который бухает. Ах ты, блядь, нихера себе, как его не пробил. Который бухает, как свинья, да, ты не бухаешь, ну, и, типа, надо же уважить братка, да, и с ним прибухнуть. Ну, то есть, получается, алкоголизм из уважения. Это так стрёмно перекатываться здесь, если бы вы знали. А, ну ладно, все не стрёмно. Не чекаем каким-то образом. Каким, я не знаю. Не спрашивайте меня. Этим фугасом пизданем. А, ясно, я понял. Да, да. Ой, знаете что, я не в тот дворик заехал. Конкретно могу сказать. Ладно, все под контролем. Enemy is under control. Где-то еще один гриль будет. Рэкет, бомбы, шпионаж. Он гриль. Найсульки. Ну, Мурзик. Сосать будем или что? Я понял. Я понял, надо на центре помогать. Там доходяги выставляются незаконно, да. А это должно быть наказуемо. Ой, как он не чекается. А, все это. Ну, бля. Хорош. Ну, пролагивает у Вячеслава. Чувствуется. Обоссали. Обоссали! Эх, да. Яшка фулл хп, кстати, до сих пор. Кстати, можно обоба вежливо стоять. Угу. Ага, вот и подловили. Полеть. Найс. Эти впервые за долгое время очень хорошо летят тычки. Но мне похуй, объективно. Пусть стреляет куда хочет. Офигеть, гениально. Я понял. Он, походу, на цикличке.
Вот этот мальчик смотрит, мне интересно. Аж уже неинтересно. То, что бата убили, охеренно вообще. Блять, вот они так, сука, близко и так далеко, да, говночерти? Ай, блять, мне пиздец. Как дед его А, дед явно его мог провтыкать, ладно. Блять, а чё он вообще там стоял, сука? Ладно, они действительно могли выехать, наплевать на меня, да? Ну вот Вадик, если что, чекал вот это, он просто приехал ко мне. Мразишь. Да, но, судя по всему, кстати, немного потерял. Наверное, одну тычку только потерял здесь. Ладушки. Так. Да, ящик пришлю, хули бутылку. Нихуя именно. Да, братан. Макс ДМГ, привет, сегодня Новый год. Какой новогодний салат ты любишь? А скоро Новый год, который любишь, и какой праздник тебе очень нравится или не нравится? Какой я люблю салат? Короче, мы с госпожой изобрели его на пару чисто случайно. Это рукола, кукуруза, ну типа бондюэль, вот это все. Креветки, либо ветчина сойдет. Помидорки черри и, наверное, все. Да, по-моему, и все. Ну, можно еще вкинуть. Можно немного масла налить, но как бы похуй. Можно без него. Чики-брики. Короче, что-то меня он устраивает вполне. Вполне устраивает. Какой любимый праздник? 7 ноября. Так. Здорово, Аня. Артемчик, здорово. Так, полковник, здорово, батька, как ты, удачных боев? Я прекрасно, видишь, потею на урон. Влад Зайко, привет. Лучший стример, все верно. Так, что ящик слать? Ну, мне... Ну, шли. Заранее огромное спасибо. Адресок мой, город Витебск, улица Ивановского, 14, квартира 63. Еремов Семен Владимирович. Огромное тебе спасибо. Ну, кстати, любимого праздника у нас в свое время была традиция с друзьями нажираться в говно на 9 мая. Мы собирались на речке, у нас было место определенное, хуячили там водяру и шли гулять в город. Великолепно было. Это было просто охуительно, восхитительно. Вот, а так особому празднике, наверное, уже давно нет. Ну, Новый год каждый раз одно и то же. Мне уже не знаю, ну, мне не нравится. Вот я в состоянии нагнать на себя атмосферу, да, там, и на окружающих тем более. Но я как бы не торчу от Нового года ни капли. Так. Короче, выбил я Леш, открыл 90 коробок, осуждаю. День взятия фестили. Да, я прочитаю все комменты, я там парочку проебал. Да, день взятия фестили, это мы любим. Пустую не пропускай. Идеально. Инкравибле. А кто это такой? Слушайте, это что, это Стэнлах? Это поклонник Стэнлаха приехал, молодец. Мне надо как-то отсюда уехать. Я же знаю, что мне не дадут тут стрелять. Я просто умываю щеки. А, кстати, на зелени пустовато. Меня подлагивает. Чувствуете, что подлагивает? Красит, что они там делают? В каком-то составе, да? Ты, блядь, секите. Они, походу, тяжелее наших окучивают. Ты, бля. Найс. Это незаконный сак.
все начиналось как незаконный сак. Как будто вошло, кстати. Ясно, мне кажется, не заходят, просто они улетают в небытие там на адскую дистанцию. Чем дело? 5 гниль там, суки. Ну вы... О, блять! Салам пополам. Спасибо, родной. Не могу попасть в танк. День взятия фестили. Отмечаем. У фестили день рождения. Ну, будет весело, когда меня зачекают, да? Будем плакать всем стримом. Ой, бля, слушайте, там Якин грозится порвать очко. Поехали, мы что-нибудь тут придумаем в бою там. У них все чекались, кроме одного доходяги на СТБ. Здесь можно чем-то помочь. Я тебя нафистовал, я тебя нафистовал. Где там 113? Ладно, ему сует. Суета сует. Знаете, есть такое кино. Ну-ка, Якин, походу, туда поехал. Надеюсь, что он не жопой поехал. Блин, будет хоть на грустно, если он поехал жопой. А все, каток уже не сбивается. Вы самое слабое очко, прощайте. От борта будем танчить или нет? Ну, Яшку не зазорно потанчить от борта. Там Владик есть. Бля, пес. Ой, классно. Ой, вот это хуёво, там Яшка летит. Причем на всей скорости. Блять, иди нахуй, отлично. Отлично, ну Гачеслав Лакер вообще по жизни. За ваше здоровье, Что он творит? за мое очко. С кем из известных блогеров ты хотел бы коллаб? С мамкой вспышки, осуждаю. Бля, ну ты пидор. А, подперся. А Вадик, блядь, ну ты конченый! Бля, еблан. Давай поперестреляемся. Ладно, так не выйдет перестреливаться. Тебя услышала, я поняла. Блядь, он такой долгий. Долгий, как фистинг. И все, жопа почесана. Почесана. Блядь, он же поворачивал ебальник. И развел меня на тычку. Да.
Он поворачивал ебальник. Ой, ладно, ладно, я кончу. Я кончу, я просрал хп, я об эту мерзость, ну и Вазик, конечно, да. И он кого-то целил там полгода. Я, по сути, в одну харю разобрался с Якиным, да, с СТБеком. Вот этим Лалкой тоже добрал его, а чувак просто куколдил. Жаль. Ну да ладно, посчитаем коммент, тут веселее, правильно? Хули эти танки, да? Понаблюдаем за Вазиком, как он тащит катку. Он еще обратным ромбом танчит. Так, читаем, что. Так. Не запомню, потом в ВК напиши, хорошо, шли ему ящик, будем лест упоминать, все верно, старый дров. Михаил Трощий, привет, в конце ошибка слишком пассивно сыграл. Здесь, ну, хер его знает, мне кажется, наоборот, слишком активно сыграл. А что ты осуждаешь, Семин? Я блю собак осуждаю. Что еще осуждаю? Не знаю, мне кажется, я абсолютно толерантен во всем. Я шучу насчет всего. На всякие там, даже темы, насчет которых не принято шутить, да? На самом деле, мне абсолютно насрать. Вот, но если так, то я не знаю. За нездоровый, вот я осуждаю нездоровый образ жизни, например. Надо все-таки следить за собой, да? Своим очком, а там многие об этом даже не думают. Не потому, что они дебилы, потому что у нас в культуре это не принято. У нас, ну, люди этим не воспитаны, хотя вот следить за своим телом, это то же самое, что, не знаю, умываться по утрам, да, там. А у нас, ну, блядь, просто не принято. Поэтому у нас у людей и сердечные приступы в 50 лет, инсульты и все такое. Тоже в 50 лет. Так. В поле нажираясь на 9 мая на теплотрассе Пивалдополы. Вот, да, в 5-литровый, да, день взятия фистили. Бля, 5-литровые сетки, да. Даст анлок на ФВ, чек после боя. Даст он здоров, ну да, видимо, он. Если ты у него на стриме, напиши, что он был с нормальным стримером. Вот, и он за него затащил катку. А как он слился там? Он, наверное, въехал в пиздорез, его там порвали, да? А не, он здесь он даже развлекался что-то. Ну ладно. Мне раньше нравилась Пасха, особенно в детстве. Ну да, булки, да. Да, булки клево, кстати. Там ассоциативный ряд очень широкий, да, и булки, и яйца, все такое. Вот во взрослой жизни все-таки булки и яйца другие совершенно. Не менее пиздатые, но все-таки не те. Только что... ну все, тогда нихера себе. Посмотрим, кто больше накидал. Я там 5 с копейками, да, вроде дал. Так, 5-литровка Багбира One Love, все верно. Отец, здорово, подскажи, что по... Что по мажорнизации ставить? Смоус, здорово. Ну, сейчас выйдем с катки, если не забуду, покажу. О, да, я, короче, нажрался с этого Багбира. Вот белый медведь мы хуячили. У нас еще Жигулевская. Оно по акции. Вот в моем детстве были вот эти вот поддоны двушек Жигулевского по акции. Желтая такая этикетка. Они сейчас, блядь, всегда по акции. Вообще всегда. И также доходяги берут. Но вот у меня копеечка рядом есть, такой дешманский магазин. Типа как у вас пятерочка. Вот. И как не зайду, мужики закупают. Вот особенно днем я, бывает, приеду на обед. Зайду, днем частенько мужичок такой лет, не знаю, они всегда разные, но они примерно одной весовой категории, да, такие, слегка с животиком, лет 40, может даже больше, ну хотя если бухать постоянно, может и меньше. 2,05 пиваса, а то и литрух, а то и двуха, 0,5 водяры, пачка семечек. Живут люди, развлекаются, ясен хуй, мешают пиво с водкой и отдыхают. Ну да, короче, нажрался с этого Багбир. Мой любимый танк Алексей, здорово! Настоящая мужская Пасха — это сражать кулич, а потом с пацанами за гаражами яйцами долбиться, да. Об булки. Гачеслав с Недином коллаб, да. Да, у нас будет одинаковый взгляд. Такой, я буду молчать. Это единственный стрим, когда можно вот просто молчать, в свое удовольствие играть. Потому что ты один хуй переговоришь Недина. Ну, условно, да, и до хера таких стримеров.
День фестивалей, праздник детства. До Эйнал даже детвора. Алексей Юшков, привет. Тоже люблю леопарды, правильно, правильно. В предыдущем бою. А, ну. Да. А что там было, уже забыл. А, там этот. Как его монастырь был. Да, надо было, наверное, раньше уезжать с того направления. И... Да и хуй с ним. Артем с пацанами за гаражами надо не этим добиться, а в жопу. Да, все, путаешь, дурашка. Плюс нарезка перестрелял топ-1 игрока. Он там пососал или что? Что там случилось? У меня был блондин. Артурик 36. Информация заблокирована. Это ладно. Там Кокс. Мое уважение. Лейвянин. Ну его растерзали там, ясен хуй. Ясен хуй. Пострелял. Сколько у него танковано? А, нихера себе, натанковал еще. Видимо, его провертели на елдаке. Это бывает. О, это нормально. Поехали дальше. Это вы поняли? Я столько раз выстрелил вслепую на зелень, и только один блондин зашел. Давайте дочитаем комменты. Так. Любые бошечки, ароматные шишечки. Осуждаю, конечно. Не, я как-то... Вот меня, короче, я когда накурюсь, я вечно частушки сочиняю, типа Степ, вечно загоняю там население вокруг. Вот была такая ситуация, короче. Были у чувака в гостях, его забирали в армию, в ментовке должен был служить. У нас срочники есть некоторые, которые служат в ментовке. Вот. Был чувак, который с ментовской учебки приехал, в ментовку должен был ехать. Там еще кенты всякие были. Ну и, короче, мы нажрались. Помню, волосы пеной для бритья вот так вот, короче, замазали себе. Зашли, там такой чулан был, типа как шкаф. Закрыли дверь, так загонял. Такое ощущение, знаете, как будто гигантское пространство. Темное, у тебя просто дверь в поле стоит. Темно было. А на деле мы просто бошками замазали все там шубу мамкину, там куртки всякие, все такое, пеной этой самой. Вот. Потом пришли на кухню, тут чувак захотел он жарил паштет и залил сгущенкой его. Ну, на сковороде это все пиздец вообще был. Вот, и, короче, я сочинил песню. Она называется... Я не знаю, как называется, но слова такие. Нахуя ты жаришь паштет? Лучше сделай коню минет. Лучше сделай коню минет, как будущий мент. Я вообще очень много песен сочинил, которые хиты до сих пор. Вот, но о них знают единицы. Вот, и вы. И вы. Растасовали жопу. Как там лохомотив, кстати, хочет. Вот если бы я песню не пел, перекатку дал бы хотя бы тычку одну. Блять, вот я проебал 705. Высший разум просто следит. С Гачеславом Фэткоковым. Если кто-нибудь еще захочет за ним заехать. Ой, бля, там 279 еще. Там херово гора ЛТшек у них. Катка дерьмом. Фэткатка. Походу почекал Якин. О, это, блядь, елочник. Опять пролагала троха, ну да ладно. 8-9 будет выдавливать. Я так понимаю. Я так понимаю.
доехать до этого динозаврика. Не попал. Блять, говно из трусов. Охуеть. Ах. Бля, ёбаный Тесла, черт. Там еще Яшка, ёп. Охуеть. Есть у нас какие-то еще тут пацаны, которые могут пострелять хотя бы изредка? Все меньше и меньше. Гейская колонна. Иди нахуй. Опять арта пизданет сюда. Я думал, это дерьмо ломается, уж я могу сказать. Я не знаю, почему я так думал. Ну, чисто славянин. Там кат произошел, вежливый. Найс. Там базу фистует нормально. ТВ пидор пол хп, ну вот чисто пидор. Вот чисто пидор. Так, елочник уехал. Ой, яйцам все-таки дал безнаказанно. Хорош. Крыса Гачеслав уезжает в слейв. Там. Крысослав Сагдиков. Ебать, он мне с вертухи. Он, блядь, как будто знал, что я здесь. Ну что за херь? Он чисто на меня смотрел. Он еще даже вверх куда-то смотрел. И я нажал, если что, на выстрел. Мне, как обычно, не выстрелило дерьмо это. Они убивают. Ну все, мы слили катку. Так. Какой фильм тебе больше всего нравился в детстве? Ну, всякие эти няньки мне нравилось в детстве. Что еще? Фильм «Скала» такой есть. Экшен голливудский тоже нравился в детстве. Всякие фильмы с Джеки Чаном было охеренно вообще смотреть. Да и сейчас тоже прикольно. А вообще насрать, то, что там сюжет не затейливый, все такое. Вот. Ему можно. Ему можно. Сука, ну вот... Странный шарфик. Он там один вообще в сетапе был или нет?
Черный список. Черный список. Так, сейчас пойду. АФК минут. Понял. Это что вы курили? Этот... Кома Стронг. Миксы. А в этом... А по-русски это спайсы. Я не знаю, может и Гарик курили. Так давно было. В поле, наверное, было. А еще я автор такой песни, которая тоже хит пиздец. Там все просто. Голова как пизда, а пизда как голова. Голова как пизда, а пизда как голова. Охуенная песня вообще. Зажигает за секунду. Так, Никита, здорово. Мы не атеисты, мы верим в спасителя нашего бога императора. Да. Борис Триединая Русь. С Гарика не бывает такого. У меня бывает, меня легко нахуячивает, я вечно. Я на всякий стёб там. Догонять кого-нибудь там. Такие истории небывалые порассказывать. Меня, прям... Меня так хуячит. Я просто не люблю сидеть, как многие люди сидят и делают вид, что их не хуячит. Я наоборот, максимально открыт, говорю то, что думаю, и всегда оно весело, смешно. Я помню, мы нахуячились на хате и во всем районе свет отключили. И мы двух чуваков загнали, что это... Короче, один нахуячился и спал. Вот, а мы ему раскрывали глаза, светили туда фонариком, привели двух чуваков, говорим, с кентом, такой же, как я. И это, говорим, блять, он сдох, короче. Он электрик, все... Нету света, потому что все электрики ушли на пенсию. И реально, все электрики, что они, блядь, пожилые, по крайней мере, да, там 10 лет назад было. Все электрики ушли на пенсию, это последний электрик, он помер. Они такие, да ну нахуй. И мы такие раскроем ему глаз, светим туда этим фонариком, а у него зрачок не расширялся, кстати, хуй знает. Но он торчило был еще тот. Ну, говорю, вот у него зрачок не расширяется, он помер, все, не будет света. Чуваков загнала. Вот, потом выяснилось, что они рыгали с балкона. А выяснилось, как этот хозяин хаты... Родаки уехали на дачу, хозяин хаты убрал всю квартиру, все было чики-брики. Вот, и стоит на балконе такой, родители приехали, стоит на балконе, их встречает, они такие, тебе, Артем, пизда. Он такой, блядь, в чем дело? А вот и мамка такая, уже заходит позиция, пока он смотрит, а балкон с той стороны весь заблеванный, вообще щит. Ну и стало понятно, что была тусовочка. Вот. Так. Ты смотрел фильм «Мертвая тишина»? Наверное, да. Я очень насмотренный человек. Возможно, смотрел. Так. Ну все, прочитал, все комменты прочитал. Во-первых, знаете что, я, наверное, не сказал. Рак Киноби, спасибо за 51 рубль. И Алексей Бекер, спасибо за 250. Я вам не сказал сразу же спасибо, извиняюсь. А с кем известных блогеров ты бы хотел коллаб? Сейчас не Дином. Так. А тут если чё. Я тут если чё. Ну все, хорошо. Коллаб. Стэнлах не отвечает ничего. Скорее всего, у него заблокированы сообщения. В этом все дело. Поехали дальше. Слил катку в 0 на Минотавра. Бывает. Ты там на отметку потеешь, может? Минотавра косорыленький. Это если пиздарец начинает, может не попасть и все. Пару раз подряд. За 3 минуты проспали базу. Ну на РУ-4 заходи, нормально вроде идет. Так, вы с пятачком куда думаете ехать на сливе? Это шутка, наверное, какая-то была мудрая.
Никита, заходи на РУ-4. На РУ-4 вроде ничего. На РУ-2 еще тоже нормально будет. Мне, если что, из Леста Слейвс звонили, сказали, где можно играть. Лицо не Дина. О. Клятие Е75. Возвращается. Камбукнулся. Хорош! Прям за щеку. Ну-ка, ну-ка, нехеровенько. Да? А еще славянин будет в эфире. Ёпта мать, хорошо попал. Но на сей раз не свезло. Пока в стане не должен меня видеть. Ясно, я понял. Магия леопарда иссякла. А кто это меня чекнул, погодьте? Бля, это очень хуёвенько. Конечно, стрёмно. Да он смотрит хоть. Давайте выясним. Я уже думал, он решительно настроен. Оказалось, так. Иди нахуй. Ой, блядь. Кто так пиздит? Хорош. Найс. Ёбаные орки. А чем вы занимаетесь? Уи-уи. Тоже уи-уи полный. Мне отсюда надо съебаться как-то. Леопарду союз, здорово. Тычка вслепую была только что. Блять. Слушайте, паша походу нет на дальнике. Славянин повзрослел. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Вот и фош. Подлива жидкая. Тем расклевал жопы. Ну, Африка здесь где-то будет точно. Странно, что он никого не чекает. Вот. Этот славянин засейвился. Ой, красота. Иди нахуй. Охеренно. Ну-ка, давайте фугасиком пизданем. Пойдет.
Пойдет. Ну, непростая катка. Не самая простая катка, я бы так сказал. Так, читаем дальше комменты. Так, даже не во встречном бою. Я, кстати, встречки отключил. Сыграй пару боев на линии фронта, пойдет так, генерала оба раза взял. Прямо сейчас? А вы хотите, чтобы я поиграл в линию фронта? Если хотите, напишите в чате, хотите или нет. Так. На R4 пока нет лагов, заходи. Да. На R4 пока что нет лагов, если что, детектор лагов, ютубный. Вспоминаю сериал «Детство, счастливы вместе». Ну да, было такое. Ну, кстати, Слизан, я помню в школу, когда собирался, был такой сериал... Я не помню, как называется. Ну, короче, один в один, как «Счастливы вместе», американский. Там тоже рыжая баба, мужик обувщик, тоже юморок, там закадровый смех, все такое. Прикольно было смотреть. Вот. Так, я наел. Ну пиздец. Все равно заходи на RU4. Создавай аккаунт и заходи. Рэмбо, привет. Привет, а какая твоя мечта канала? Мечта канала у меня... Блять, не знаю. Чтоб донатили исправно. 300 косарей в месяц. Мечта канала. Не, смотря про что ты спрашиваешь. Танк какой бы я хотел? Не знаю, меня, наверное... Мне кажется, все, которых я очень сильно хотел, у меня есть танки. Поэтому, я не знаю, 3 отметки на ВК-реке взять. По чуть-чуть подбиваем. Может, когда-нибудь возьмем. Так. Ну, честно говоря, я не готов на такой вопрос отвечать, потому что, видимо, я не мечтатель совсем. Всем приветствую, дорогой, твои стримы, бальзам на душу, красавчик, рви пуканы, Андрюха Лопатин, спасибо, котик, спасибо, родной. Екатерина Бурачонок, привет. Привет, давай играть вместе. Мой ник Steel23, 500 рублей, 5 боев. Го линию фронта, так, у всех нормальных людей встречка отключена. Да, ну у меня была включена. Второй сервак, не, я говорю, ну все. Томми, привет, ну по приколу можно каточку в ЛФ чекнуть, хоть что там. Ну давайте катанем. Минотавра в целом хороший танк, но точность все портит. У него точности нет. Вот, хотя мы недавно нашли танк, который еще более косорылый, это Трон-вагон. Вот. Кривой член Тора, так я его называю. Надеюсь, что и вы тоже. Привет, Вячеслав, Иосиф, привет. Привет, кстати, Томми, здорово. Томми Версейти. Блин, это какого-то фильма мафиозного, да? Может быть, из фильма «Славные парни». Ну да ладно, похуй, я вряд ли вспомню. Мечта канала больше донатов от Кончи Лебедя. Да, да, чтобы Конча Лебедя донатил по 300к в месяц. Чтобы он, во-первых, зарабатывал по ляму в месяц и донатил по 300к в месяц. Была у меня мечта быть актером. Ну, я, кстати, не отказался бы вообще в фильме в любом сыграть, вот, кроме гей-порно. Да и в обычной порнухе я бы, наверное, не хотел бы сыграть. Там типа играть нехуй, просто ебись. Вот, ну ладно, изобрази там, что ты этот, блядь, пиццу принес или что-нибудь такое. А в каком-нибудь нормальном фильме, похер, комедия, не комедия, вообще пофиг. Я бы и, не знаю, прокомментировал чем-нибудь. Футбольный матч, например, я бы не отказался прокомментировать. Ну, правда, надо подготовиться, если нет. Что еще? Кино сыграть, песню спеть в какой-нибудь группе я бы спел, вообще пофиг. Хоть шансон. Я бы с радостью, абсолютно. Так. Е25 есть, нету. Нет, это с GTA. Точно. А GTA Vice City сделано по фильму «Резанный», либо «Лицо со шрамом». Точно. Игра «Мафия». Ну, вот в «Мафию» в первую было круто играть. Я извиняюсь, что как где тут рассказываю охуительные истории, я не думаю, что вам, наверное, интересно. У меня ностальгия накрыла. Бля, у меня еще из игр есть. Давайте мы высадим. Это пацаны, очевидно, с этого... Как его, с ВАЗика 55-го. Да, мы вот этого дерьма высадим. Сейчас, минуточку, мы зарядим мальчишек, девчонок. Слушайте, у меня еще вот этот ебланский экипаж есть.
Да ладно, нахера мне херово гора экипажей на... А, вот так вот даже можно охереть. Четкими, хорошо. Это здорово сделали. Так, переобучаем. Был у меня стрим, кстати, на нем, очень хороший танк. Ну, без стебов, без стебов. Я, конечно, могу стебаться, да, но насчет этого я не шучу. 300 шекелей, ну давайте поставим. И закалочку, да? На голде, да, поедем? Ёб твою мать, еще столько кататься на нем. Что это пушка у меня не топовая? А, типа на это он лучше нагибал, точно, да, что такое припоминаю. Давайте какой-нибудь стайл. Или собачки поставим какой-нибудь. Фармить мы не будем. Поехали. Я заодно почитаю комменты. Так. GTA Vice City. Ну все, молодцы, что вспомнили. Торваген рвет КПЗ 10 левела. Ага, да. Надо знать классику. Да, это классика, это знать надо, все верно. Томми легенда, да, точно, блин, точно. Точно, вот в компьютерных гей-клабах я играл, помню, малой в GTA, сука, Vice City. Я еще в GTA 3, помню, играл. Вот первая игра, от которой меня прям... я помню, отыграл долго, наверное, час, а это, ну, это дохера в компьютерном клубе. И у меня, короче, пальцы вот так вот, ну, типа, не согибались. Вот, было охеренно, круто, было здорово. А первая игра, в которую поиграл, это Contra 1.6, вот мне как-то не особо зацепило, а потом я засел в GTA, это было, блять, охуенно. Потом Vice City вышло. Короче, было божественно. Было божественно. Так, это что это? Это мы дефим. Так точно сюда, да. Так, Вячеслав, чтобы никаких шотов от бабах не всасывал, не беси меня. Хорошо. Да не, она не по фильму сделана, там сцена одна. Ну да. Не, ну как бы там... Я согласен. Там, во-первых, одна из первых миссий сделана по фильму, да, где там бензопилой пилили. Что там еще было? Этот пиздарец был так, ну там остров такой, да, и там особняк был на этом острове. Мафиозник какой-то там был. Пиздарец там тоже очень похож на то, что было в фильме. Ну и в целом дом этот тоже срисован. Кое-что там, ну понятное дело, что все по фильму не сделаешь в такое-то время. Так. Угу, там сцена одна по фильму, особняки, все. Ну, в целом, образ вроде из фильма взят. Угу. Считаешь ли ты группу Ария легендарной группы всех времен? Ну, во-первых, в русской музыке, да, особо легендарного ни хера нет. Мы говорим о том, что чтобы они были известны где-то в мире, да. Все-таки, чтобы быть легендарным, мне кажется, надо быть известным во всем мире. Ну да ладно, я не знаю насчет того, знает ли Арию или нет. Но вот, допустим, все в курсе, и никто из Арии не отрицает то, что многое было заимствовано у Iron Maiden. И я бы сказал, что Ария звучит даже попиже Iron Maiden. Ну как бы... Возможно, кто-то заржет, да, и скажет, да ты ебанутый, типа, а где Iron Maiden, да, и где Ария. Но у Арии крутых песен и более разнообразных, чем какая-то там один мотив, да. Но их больше. И они реально разные, да, там они... Короче, Ария пиже. Они вот этот вот стиль... не знаю, как это назвать, английский готический рок-стиль, если это можно так назвать, раскрыли намного сильнее. Вот, ну то есть я на полном серьезе считаю, что они переплюнули Iron Maiden. Это по сути было, наверное, невозможно. Вот пижили Кипелов Брюса Диккенсона, ну... Конечно, его голос звучит роднее, да. Он, наверное, у Диккенсона певческий талант будет немного повыше, хотя
хер знает. Я никогда не задумывался, кто из них пизже поет. Вот оба они, конечно, демоны еще те. Да, у меня вообще, мне как бы, если объективно, да, считать из всех вот рок-исполнителей, кто, точнее не исполнителей, а вокалистов, кто лучше всех поет, наверное, как раз таки Брюс Диккинсон и будет, у него ебейший голос. Вот, возможно, можно считать еще этого, блин, Фредди Меркури, да, у него тоже ебейший голос. Вот, ну там уже вопрос вкусовщины. Вот, но, допустим, мне родней Хэтфилда голос. Мне вот Металлика лучше заходит. Ну и в целом, как он поет. Хоть он и поет как бы максимально просто, ну, блядь, мне намного роднее его слушать. Хотя, конечно, у него там ни хера не 5 октав. Да что ж такое-то, не могу попасть. Вот в чем надо... Сука, я как будто в пермаче постоянно. Вот где надо разговорный стрим проводить, чисто в линии фистинга. Не сосет. Ты нахуй. Уже в очко стреляет. О, знаешь что, я не могу пробить. Да, господи. Где эта чухня? Понял, иди в пизду. Не вошло. Бля, ну столько танков в жопе, это, конечно, скандал еще тот. Да уж. Так, ну да ладно, я, наверное, не особо развернуто ответил, да и... Правильно. А где нам нарисповаться? Вот здесь узнаем. А, сука, другой танк не взять. Пиздец, 6 минут ждать. Вы поехавшие совсем? То, что у меня Зигр не был заряжен. Бля, ждем 6 минут. Это скандал, значит надо будет пожить в следующий раз побольше. Так, читаем дальше комментарии. Так. Разрабы отвечали на этот вопрос, сказали, никаких параллелей с фильмом, только лишь сцену позаимствовали. Ну, они, во-первых, и не могут. Если они сделают параллель с фильмом, это будет ебли за авторские права. Вы же, если заметили, они даже города называют похожими, но не такими. Они копируют улицы и все такое, называют не Нью-Йорк-Сити, а Либерти-Сити, да, там, либо Лас-Вентус и так далее. Вот, а там с этими шутки плохи. Первая игра тоже GTA 3, причем тупо месяц смоктал, как играл друг, а у самого компа не было. Блядь, это вот больно, да, когда нет компа, а хочется поиграть, аж ломка. Да, я понимаю. Ну, ждем. Так, я начал с GTA 2 и GTA Лондон. О, блядь. Это где вид сверху был, да, по-моему? GTA 2. Почти то же самое, что GTA 3, только вид сверху. Что-то помню такое, да. Мне интересно, смотрел ли ты «Кошмары на улице Вязов»? Да, смотрел. Недавно пересматривал первую и вторую часть. Но оно, конечно, выглядит наивненько сейчас, да. Все-таки столько всего поснимали. Это как «Изгоняющий дьявола» посмотреть. Он в свое время был ебейший фильм, но сейчас этим никого не удивишь. Да, и всякие астралы, хуялы и так далее, которые всю эту тему демонов и изгнания бесов и так далее раскрыли уже очень глубоко. То есть фильмец-то пиздатенький. Мы говорим об изгоняющем дьявола, но сейчас слишком, наверное, именно устаревший. Не в плане съемки, да, а в плане, наверное, сюжета. Слишком простенько смотрится. Ну, на свое время Ясен Хер был крут. То же самое и с «Кошмарами на улице Вязов». Оно наивненько сейчас смотрится. Хотя тоже ничего. Так. С Дэнди пересел на ком сразу, чего челюсть не отвалилась. Да. Блин, вот на Дэнди, кстати, игры как-то по-другому затягивали. Что-то в них было такое. Музыка тут своеобразная. Картриджи эти ебланские.
Запах вот этой вот пластмассы от картриджей. Я помню, когда у меня комп появился в 2004 году. Родители все-таки уломали, что надо для учебы. Там установили нам пацаны винду и установили Max Payne 2. Эх, блять, как было пиздато. Я много раз вспоминал, думал, надо переустановить, поиграть. Особенно по осени, там такой... Во-первых, у меня и комп появился где-то вот сентябрь, был тоже осень. Такой депрессивный там сюжет, музыка такая тоже. Хотелось бы как-нибудь, сука, я себе скачаю с торрента и поиграю в эту херь. Прикольненько было, там телка такая сисястенькая была еще. Вот депрессуха вверх и вниз, прикольно было. Как мне нравится играть по 20-30 боев в день, по 50-0, о, бля, понимаю. Я в ЛФ, типа новые карты по центре или что, что-то не знаю. Да, новая карта одна появилась. Когда GTA 3 вышла, мир уже не был прежним. Да, там было прикольно ввести чит-код и перелететь через мост в другой город. Там другие тачки, всякие, вот это банши такая тачка была скоростная. Это было невероятно. Мы малые ходили, сочиняли там, что типа, там 14 городов, там столько всякой хуйни, там самолеты, вертолеты. Ты такой сидишь, думаешь, бля, действительно. Но на самом деле из нас-то никто... Нет, там были сохраненки в компьютерном клубе, где был второй город, и даже вроде третий был, там можно было на катерах и так далее. Вот, ну как бы никто не знал, где предел. И, блин, ну это было просто охуенно. Так, Алексей, плюс когда в 6 классе мне сказали, что появился Сан-Андреас, где можно плавать, ходить в качку, ходить на свидание ТП, я не верил, пока сам не увидел. А мне, кстати, я когда первый раз посмотрел, как пацаны играют, там, и вроде поиграл, мне показалось такой хуйней, там, где-то на окраине, типа, несколько сохраненок было, там почти людей не было, какой-то движ был такой лоховской, там рядом с деревней, окраина города рядом с деревней. Несколько раз я увидел, думаю, блядь, такая хуета, типа, никакого движа, ничего прикольного нету. Вот, а потом уже когда поиграл, а потом немножечко поиграл в компах, и потом установил на свой комп, и она пошла. Эх, блядь, это было вообще круто. Это было круто. Типа на самолетах там летать можно. С ума сойти, тачки тюнинговать, это было пиздец, это было просто охеренно. Так. Ну, самое главное, велосипеды. Да. Админим 2-3 танка. Ну, я что-то затупил. Я думаю, что пока я тут проебываюсь, меня зареспят, мы поиграем, и нам захватят базу, и все. Ну, точнее, не базу, а сломают эти вот вышки. Так, как относишься к аниме или лучше посмотреть фильм? Ну, вот такой Гонза был в чате. Вот он ярый аниме, ну не ярый анимешник, но очень любит. И... Не, ну начнем с того, что ясен хер, что все считают аниме это мультики для педиков, долбоебов. Выглядят они, честно, ну да, на первый взгляд так. Вот, но как бы я осведомлен, что там херова гора анимешек с бешено крутым сюжетом, особенно в нынешнее время, да, когда сценарий вообще не пишется, он на ходу сочиняется, очевидно, да. Я не понимаю, что там бастуют сценаристы в Голливуде, да, они же, блядь, ни хера не пишут все равно. У них сценарий один и тот же везде, под копирку. Ничего особенного, никаких сюжетных ходов, идиотские диалоги и так далее. Вот, а в аниме реально есть что посмотреть. И меня все никак руки не дойдут до того, чтобы посмотреть нормальное аниме. Я как-то в свое время еще в школе мне посоветовали посмотреть «Тетрадь смерти». Прекрасный сюжет, много чего продумано. Ну, на тот взгляд казалось. Сейчас, если посмотреть, я не знаю, может быть, мне покажется это хуйня, скорее всего, не покажется. Я, наверное, посмотрел чуть больше половины. Не удалось досмотреть, но сюжет мое почтение. Да, и таких, насколько я знаю, очень-очень много. Вот поэтому аниме не осуждаю. Более того, я думаю, что оно как-то может выйти на новый этап популяризации, да, потом, либо кино какое-то снятое там на основе аниме, чтобы такое будет, потому что там сейчас лютый недостаток в хорошем сценарии, диалогах и так далее. И поскольку нихуя нового сочинить не могут,
Да, и вечно какие-то ремейки лепят. Нормально можно лепить фильмы на основе аниме. И копировать туда диалоги, сюжетные повороты и так далее, да, там. Либо как-то чуть-чуть, не знаю, сюжет изменять, чтобы там были не демоны, а люди, например, и так далее. Ну, да, там как-то адаптировать под реальность нашу. И вот вам херова гора бабла. Идите вы в пизду. Вот нахера здесь арта вообще нужна в этом режиме? Короче, резюмируя вышесказанное, аниме уважая, вот хоть и сам стебу частенько людей, которые смотрят аниме, из аниме смотрел только «Тетрадь смерти». Такой вот я эксперт с дыркой в жопе. С двойной дыркой в жопе. Так я пробью, иди в пизду. Жеванные кроты, ну когда вы уже пробьетесь? Ну, надо признать, тычки летят нормально, по-человечески. Меня еще даже не зажмыхали артой. Я не нанес урона в этого доходягу арточкой. Вы спрашиваете, это скандал? Так оно и есть. Давайте куда-нибудь перекатим. Тоже движения нету. Так. Давай, маневры ждут. Адам, здорово, нам одного не хватает. У меня линия фронта тут. Я разговоры про аниме. Вы уверены, что я вам нужен? Так. Откуда пошла твоя фраза? Это скандал. Да, я не знаю, на автомате. Большинство фраз, которые со мной ассоциируют, на автомате произошло. Вот, но это все из мемов в голове. Из всяких там сериалов и так далее, там, документальных фильмов и прочее. Вот эти все там, этого не ожидал никто, это скандал и так далее. Это все из чего-то, что там в подсознании хранится, да, что лепят раз за разом в массовой культуре. Ну, либо само вылазит, тоже такое бывает. Из меня много что вылазит, и не на все можно смотреть. Вот. А в свое время он был крут. Все, как дела пошли к нам? Релик, здорово. У меня, видишь, тут линия фистинга. Для учебы, кстати. Да. Не надо. Все, не надо. Ну, набрались, хорошо. О, Макс Пейн, сколько часов? Да, Тетрадь смерти, Человек, Бензопила, Адский рай. Вот остальное я не смотрел. Я вот только Тетрадь смерти посмотрел, чтобы ознакомиться с культурой. Ну и там Шаман Кинг в детстве посмотрел немножко, да, тоже было прикольно. Я когда взрослый решил, ну дай-ка я пересмотрю, и Покемонов тоже хотел пересмотреть. Ну, конечно, такое смотреть нельзя. Надо понимать. Вот тоже фраза, это надо понимать. Многие, знаете, такие пропагандисты и дурачки всякие там говорят, что, не знаю, это не то, это другое, вы не понимаете. Это надо понимать. Тут частенько слышал, знаете, у кого? Этого, знаете, Соловьев, да, там пропагандист. А еще этот такой дед пожилой, который жестикулирует постоянно, вот эту пизду руками делает и так далее. Я уже забыл. Не, ну как, я ничего против пропаганды не имею, потому что пропаганда должна быть у всех и во всем. И пропаганда это неплохо, потому что ты не борешься за умы населения, то кто-то будет другой за них бороться. Вот, но выглядит это смешно. Пропаганда сама по себе очень смешная, когда в стране все плохо. Вот она резко перестает работать, становится, знаете, как на тракторе в гонках Формулы-1 участвовать. Но работает, когда в стране все охеренно. Тебе действительно население поверит во все что угодно. А когда в стране пиздорез, она всегда выглядит очень смешно. И звучит смешно тоже.
Я не знаю, чем мне тут заняться. Еще 8 минут. Вот, очевидно, вот так сделать. Быть этого... Ой, бля, так. Давайте мы его задизейблим еще разок. $50 урона, хорошо. Юдо. А чисто битва арточек. Максимально вежливая. Вот вежливая Тора. Помните, в свое время были вежливые люди и так далее. Было стебно как-то. Вот, и в кино, в этих... по телеку везде описывают, что там вежливо делают все. И с детьми фоткаются, и вежливо там захватывают всякие эти позиции и так далее. Вот, и я помню, да, в 2014 году был стёб на эту тему жесточайший. Там вежливо посрал, вежливо поел, ну ко всему подходило. Было очень смешно. Скандал, сука, настрелял. 2000 шагов. Вот иногда надо подфистивать попец. Попадал, не попадал. А если бы свелся, попал бы. Он приехал, конечно, на ТВ-29. Линию фронта. Чисто нагибать сразу видно. Чисто поимбовать. Ладно. Плотный танк достаточно долго жил. Но недостаточно, да, чтобы иметь вес. Так, битва титанов. Вот на битву титанов как-то на кино с девушкой пошел, там такая хуета мерзкая. Мы с ней ехали. Во-первых, мы ушли намного раньше, чем кино дошло хотя бы до середины. Просто молча ехали домой. Такая ебатня. Какие-то голые тетки страшные, мужики ходят, но я понимаю, что там определенный лор, если можно так назвать, все такое. Вот, но я точно не был готов к такому кино. Так. Тетрадь Эйнл. Ну вот я говорил про тетрадь Эйнл, что я его успешно посмотрел, мне охеренно понравилось. Так, гача анимешку Симена, привет. Даниил, здорово. Аниме или ну погоди? Ну православно, ну погоди, ясен хер. Бля, артовод. Детектед. Еще голдовый фугас. Ты поехал. Давайте мы отсюда отъедем. То это комменты не почитаю. Не знаю, откуда светит. А, Скорпион светит. Дерьмо. Дерьмо. Тоже Лёшка, видимо, прикупил специально под линию фистинга. А еще, мне кажется, здесь засвет намного дольше, чем... Да, арта вот хитерит. Чем в рандоме. Потому что много раз ловился на мысли, что я должен осветиться хер когда. Но я не отсвечивался почему-то. Под пальчик, хорошо. Сука, артовод, но ты псина. Охуеть, мне пиздец. Я так дулом водил, да, вверх и вниз. Хитро. Все, мы соснули. Там вторую эту базу рвут. Да, и по времени не успеваю. Так. Лучшее, что есть в анимации, это Рик и Морти, Южный парк, ну и, возможно, Гриффин. Ну вот Южный парк, наверное, самый лучший вообще мультфильм. Потому что они, нынешнее общество, да, особенно западное, стебут как могут. Ну, типа, вскрывают вообще все проблемы общества, которые только может быть. Это реально самый пиздатый мультфильм. Как по мне. Антон Круглов, привет. Не все, что выладит, можно здесь... Да, Игорь Прокопенко. Вот, Игорь Прокопенко лучший, да. Он просто лучший. Не знаю, я сейчас фильм не могу смотреть, нет ничего интересного. Иногда смотрю аниме или рестлинг. Ну вот рестлинг, будь здоров. Рестлинг это круто. Короче, линия фронта залупа. Не знаю. Так, вызывает.
Вызывает. Ну-ка, повесточка пришла. Так, спасибо Обисрак Кеноби за 251. Спасибо Алексей Бекер за 250 рубасов. Спасибо, родной. Серега, спасибо за 550 рубасов, если я ничего не перепутал. Спасибо, родные подписчики. И спасибо всем за 45 лайков. Ну что они тут? Во. Ну. Ну, видели, я принял каточку. Так, сейчас. Сейчас. Зайдем в Дикспик. Так, ну рестлинг это класс, да. Я помню, в детстве посмотрели первый раз рестлинг, там был такой гробовщик. Халки Хоган, наверное, еще тогда выступал. Здрасте. Семен пришел. Азил, поставь обратно. Да, вы все собрались уже? Да, ебать. Раки в сборе. Здорово, Стас, пиздец, ты жив? Охуеть. Мое почтение. Ну все, тогда я пойду в рандом. Давай, спасибо, Тём. Пожалуйста. А со мной? Так, что пишет? Все раки в сборе, хорошо. Хорошо. Меня нагло проигнорировали. Здорово, здорово, здорово. Муа. Нахуй. Поговорили, хватит. Так, да уж, ЛФ шлаг полный теперь. Ну, я, наверное, такой же, как и был. Просто раньше была мотивация там фармить, да, а сейчас кто в это дерьмо будет играть. У Вячеслава есть куча идей насчет режимов. Вячеслав их не оглашает специально, чтобы ему за это не заплатили. Вот так вот мы играем на Леочерте за 8 боев. Здорово, великолепно. Давайте прожмем бусты. Оп. Нихера себе, 86. Их же был один, вы помните? Блин. Голдберг, Кидман, Стинг. Ой, короче, рейсинг был крут. Да, мы, помню, с Кентом смотрели, это было охеренно. Я еще помню, этот Игорь Фоменко комментировал, там были всякие шуточки прикольные, было вообще весело. Это было реально весело и прикольно. И весело тоже. И прикольно. Вот, ну и тем более, когда ты малой, ты даже веришь в эту хуету, там, пулями всякими, там, метеоритное падение с локтя, там, все дела, охуенно. Было весело. Ой, сейчас вот этот будет снайперить, этот пес будет снайперить. Наверное, пару тычек дам и свалю оттуда просто. Ух ты, бля, близко. Вот Чертослав тут молодец, да? Тоже положил кустик. Молодец, псина. Еще дергается, вот что ты дергаешься там? Дон Пудильон. Что-то там никто не агрессирует. Даже непонятно почему. Да, там что-то пытаются поддавить. Ну-ка, короче, они вот просто здесь будут мешать, вот что я думаю.
колье. Колье бестолковое. Начекали. Блядь. Ну я. Этим тоже скидывают. Возможно, кто-то здесь сидит. На лампу перечекать. Так меня не видит. Ну, вот так вот. Ладно, видимо, тут еще не все так плохо. Пока что, да? Скоро не осмелеет, пойдет вперед. Да. Было там. А Бобби даже не всунули, вы понимаете? И тут ему... Ой. Да иди-ка ты нахуй. Меня, короче, вот отсюда чекнули. Может быть, даже самый старый, кстати. Какое беззаконие, слушайте. Мы сольем катку, я вообще ничего не стреляю. Вот в чем прикол. Вон того пидор. Я не знаю, кого начекали. Многое может поменять. Пидор ТВ. Земля, жаль. Короче, там СТРВ все равно сейчас поедет, всех перечекает. Срочно что-то предпринимать. Конча Лебедя. Все, что я могу сказать, это конча генерала Лебедя. Вот. Не ожидают. Из вариантов. Как они так все чекаются, их никто не пиздит. Ой, бля.
Интересно, мне получится с тобой засейвить или нет? Катка мега дерьмо вообще. Уже которая Прохоровка в полной подливе. Да уж не скажешь, что обстановочка. С их стороны намного проще пялить гору. Блять, как можно было без урона в это дерьмо всунуть? Блять, он еще там в сейве. Я еще в землю даю. Ой-ой-ой-ой. Меня вот это еще зачмырит. Сука, да вкати ты, говно! 5-4 мне дает. Ой! Да ладно, 2400 для этой катки это гениальный результат. Пацаны нигде и никак и ничего. Хотя ладно, они вот такой шайкой там до сих пор не продавили 2 ПТ. У них есть СТРВ, который не светит, да? Возможно, даже если бы я... Ладно, пофиг. Я что мог сделал? Так. Около месяцев 3 где-то начал тебя смотреть. Сегодня первый раз пишу в чате. Хотел сказать спасибо. Мне нравится твоя подача. Смешно, весело, отдыхая, продолжай. Спасибо, Томми. Спасибо. Так. Да уж, ЛФ, да. Мне нравится, как выступает Рэнди Ортон. Я не смотрю рестлинг лет 20, поэтому я не знаю. Я помню, я как-то в промежутках смотрел, был такой AJ Styles, он был акробат и вообще сумасшедший. Сейчас, наверное, он старый уже, капец. Так. Мы построили ринг, Супербой, я Кидман, кореш Букер Ти, я его опрокинул, залез на гараж, хотел прыгнуть аккуратно, а в последний момент засомневался, выставил колени, вошел ему в бочину колени. Красава, на этом рестлинге мы охуеть. Красава. Это метеоритное падение с колен называется прием. Так, Максим Корешков, привет. Здорово, Вячеслав, спасибо тебе, братуляк, пожалуйста. Добра тебе, спасибо. Игорь, здорово. Так, здорово, гладкошерстный, здравствуйте. Выходные, блять, это вам, да, Флай, привет, всем здрасте. Молодые люди и не очень. Всем приятный вечер. Как вы думаете, смог бы я на деле не затерпеть или нет? Настрелять? Кажется, ни хрена. Ладно, хер. Это была реально угроза, там где-то 1000 урона в лучшем случае отыграть. До 400 пойдет. Веркс, здорово. Ну, раз пошла такая тема, то скажу, что залипал порой на битву роботов. О, да, было круто. Да. Там у сезонов херова гора. А я видел, что-то там возобновили такое. Так. Здорово, включай какой-нибудь гача ремикс. И иероглифы, привет. Ну, давай врубим. Так. Что нам тут предложат, интересно?
И вот постоянно этот предлагает, пускай играет. Так, я залипаю на экстрасенсах, и да, я подкаблучник. Какой топ СТ 10 левела? Центурион Экшен. О. Come on, let's go. Вся дойка там уже чекалась. Не рановато, дружок. Я понял, раз такая хуйня. Походу того до пизда. Fuck you. Да иди ты нахуй, как он так чекает? Понял, то вот вообще в яме был. Должен познать penetration. Не познает. Неудачно вышло. Пройдя унижение. Черный коготь обречен. Короче, обстановочка так себе. А как-то, блин, все не в тайминг, все что хер пойми. А-а-а. Неужели его не пересветит так? Ладно, он из-за бабаха, что дальше? Где гниль? Ну, мы так познаем penetration, так скажем. Погребальный сет. На базе жопы. Там, ну там такая власть фистинга этого. Никого не может увидеть. Пиздец, ты стебешься. Блять, но это настолько неудачно. Пеките. Ой, хорош. Слушайте, бабаха укатил? Не, он не укатил нихера. Блять, а я точно на РУ-4? У меня уже есть некоторые сомнения. Бабаха стопудово туда в кут закатил, уж я скажу. Бать, там еще кран. Нам такая пизда здесь сейчас будет. Это просто не в сказке сказать, не пером написать. Пылает гей-секс.
Дайте проеду, ублюдки. Дай проеду, ёбище. Пизда вы, блядь, просто свиночерти. Камень въебал. Мне надо доехать на погребальный секс вон туда хотя бы. Да уж. Ну, две крайне неудачных катки, еще и подряд. Это черный как. Что они даже не едут, слушайте, а как такое может быть? Да уж. Да уж. Там разобрались внезапно. Он повернулся именно в ту сторону. То есть, если бы я выбрал пострелять левее, да? Он бы такой команд возглавил. Наебочка. Сейчас победим еще. Вен, криминальный бойнокдор. А, псина. Гей-площадка. Забронирована. Люк. Ладно, ТТ мы, допустим, убили. Хорошо, что дальше? Я могу по внешке поехать светить, но никто не постреляет уже, знаете. ДДС. А, блядь, знать бы, где там вот это вот местечко, да, подливочное. Где-то там Смарт S сидит. Во. Меня лагает, блять! Секите, опять началось. Именно в такой момент. Сука, как меня бесит этот ссаный гей-гейминг, если бы вы знали. Бля, невероятно. Вот. Просто невероятно. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Мне надо как-то на автоприцел брать, стрелять в следующий раз. О, нихуя себе, нормализовался пинг, ошалеть.
Не ко мне в очко поехали, два дебила. Ой, как здорово, что лаги пропали именно сейчас. Наебал. Ладно, так сойдет. Тестотный. Найс. Хочу ёбнуть на фулку. Асланбек. Мразь. Ладно. Ладно. Саный гей гейминг. Саный, сука, гей гейминг со своими серверами. Это вообще целая неделя такая часть. Блять, как вы бесите, ублюдоиды. Спасибо за 52 лайка, ребятки. Блайндов не было. Ну, для такой катки это сумасшедший результат. Просто сумасшедший. Топ. Да уж, так, читаем комментарии. Так, лайк. Иероглифы, спасибо за лайк. Так. Первый сезон экстрасенсов тоже смотрел. Не, ну кто же знал, что в таком возрасте, что это постава. А сейчас до сих пор многие считают, что не постава. Я там 2 бросил смотреть, когда Демид ушел с проекта, поэтому переспал с Кристиной. Потому что с Кристиной, а Оле это не понравилось, потому что она хотела Кристину. Бля, если... Я скажу так, с каждым годом моего старения мне все больше и больше нравится кинокартина «Любовь и голуби». Самый топный сериал, я скажу вам, это «Не родись красивой», блядь. Виктор, здорово, который дайнер. Роман Валеев, здорово. Посмотрел фотки Рэнди Ортона, зацени татухи. Ну потом гляну. Понимаю, бутылку пива за тебя, за мужскую дружбу. Включи S под нолик. А это, как его, дядя Толик, постриги мой S под, давай вроде. Так, парикмахер, дядя Билли. Ру 4 с меня хватит. Длинные головы, блин. Так, 53 лайка, пивко пьешь. Крайм Кака, здорово. Пивко пью, но редко. Люблю пиво, но что-то себя не балую. Пока что не хочется. Обычно на пивзавод езжу, беру там пиво просто. Зеленое. Вот, ну и под закусончик хорош. Просто так я не пью. Я там продумаю, чем я буду закусывать, чем-нибудь такое пиздатенькое приобрету. И 300 бакс в кармане. Вены другом ответь. College boy. Так, ну надо что-то придумать здесь. На гору не поеду. Там дерьмо. Ай, бля. Хорошо, Ебрик заехал на гору, что дальше?
Херася Куневей куда покатил. College Boy. Думаю, у них там никого не будет. Ты, бля. Хера здесь проходимость дерьмо какое в этой луже. Хорош. Я пялю ЛТХу, потому что у меня нет настрела. Вот почему. Это хорошо, что не поехал вперед там и 430 и все. Дядя Билли на 430-м. Кто его так пиздит? College Boy. Бля, это ты будешь сосать или что? В смысле? Так, шарфик сюда едет. Здорово. О-о-о, dig it up. Suck my cock. Дядя Билли. А что дядя Билли? Так сам Дик? Ебать. Альфочки нету. Ну ладно. Я же думал, меня всунет. Меня там называли fucking slave. Я не знаю, не бабаха. Вот так вот. На пиво. И друг его гейбой. Нормально раскидали троху, да, Лёшку? Нахуй. Я твой эс не буду стричь. Тотный. Бабаха нашлась. Очень сложный и запутанный гейбой. Какая песня родная, да? Да. Думаю, это про тебя забыл, псина. Лобохуенного добрать, ну да ладно. College Boy. Нахер, блин, катки такие сложные, на его в жопу. Эйнул, когда закрэшнет. КД. Ебать, он не пробил, как, сука? Да, сесть. Нету. Вот он и автоприцел, да? Не православный. Ясен хуй прямая. В землю. Ладно, катка. Если что, карта мега дерьмо. И я сделал все очень неплохо. Очень неплохо, я на горе бы столько не дал, точно. Ну что, Билли, будем... Если что, час дядю Билли включил случайно. Извиняюсь, но песня хорошая. Песня хорошая, ситуация страшная. Я бы так сказал.
Так, так, так. Я в эту игру уже не играю только через твои шорты. Ну и правильно. Ну и правильно. Смотреть всегда спокойнее, чем играть, потому что тогда нервишки будут на пределе. Я, наверное, я с вашего позволения больше не буду играть. Я чувствую, что в рандоме очень больно. Очень больно. Мы немножечко исправили наши отсосы прошлого. Да. Вот, но не сильно, потому что средуха у нас даже не 4К. Да потому что на прошлом стриме, да, еще буквально в среду у нас была херова гора лагов. Унизительных. Унизительных, и это следствие. Это всего лишь следствие. Давайте мы, знаете, что сделаем? Выберем что-нибудь очень смешное. И поиграем на этом очень смешном. Да? Не заряженный. Ну ладно, я думаю, что на выходных мы на нем покатаем. Оп. Оп, ну-ка. Блять, или может на дерьме не играть, как вы думаете? Давайте мы хотя бы звезду с этого тракторка собьем, да? А еще... давайте мы, чтобы было веселее, вот так сделаем. А еще я открыл BL9. BL9 у нас топ-пушка, наконец-то. Поехали, проверим, на что она способна. Так. Ой, у меня придумывает он, чем закусывать. Что ты загоняешь? Единственное, о чем думаешь, это какую водку брать под пивко, Климовскую или Минскую. Да. Давай ВКарика исправлять. Так ВКарик, не, там все нормально. Там мы уже до 4К средухи дошли. Вот вчера был стримец на нем. Я не хочу играть на нормальных танках, потому что уже чувствую, что все. Уже все пьяные в рандоме. Такая жопа, блин, катка за каткой. Позапрошлая катка, да, мало того, что были лаги еще, что происходило в бою, да, я там чудом настрелял хоть что-то. Но 3800 ты не хоть что-то. В этой катке тоже, по сути, нашелся урон просто где-то в поле. Так, значит, спасибо... Обирак Кеноби, спасибо за 51. Китайские иероглифы, спасибо за сатен, за пивас. Вот пивас это вот аж до слез. До слез трогает. Я на выходных съезжу на пивзот, прикуплю. Прикуплю обязательно. Спасибо, родной. Спасибо, Серега, за 550 рублей. Херово точу музыки. Так, и спасибо, Алексей Бекер, за 250 рублей. Спасибо, родные и дорогие подписчики. Вот фигово, что здесь не ББХи. Прикиньте, была бы ББХа в 330 пробоя. Было бы совсем другое. БЛ-10, точно. Да, я что-то подзатупил. Бывает, ничего страшного. Вообще она от предтоповой пушки сильно не отличается, но я возлагаю на нее большие надежды. Ну что, давайте... Ну что, дядь Билли? Ну ждем, чтобы 10 секунд никто здесь не прокатывался. Ой-ой-ой. Иди нахуй. Не срослось, не сбылось. Ай, говносвинья. Вот Суперконь приехал так же, как я, на позицию. Нахуй. Так, в слей. Кого же выстрелит торта, мне интересно. Ну-ка. Ладно, у этого хорошо. Я думал, меня будет хейтить. Вот славянин на коне будет долго гнать велосипед. Надо переехать в одну интересную... Ох ты, бля, там зелень рвут. Дядя Билли сюда приехал. Неужели вката здесь не будет? Славянский зажим булками. Не будет здесь херова гора пацанов.
Я потерял время. Давайте попробуем отомстить конем. Где-то параша свиная. Весь бой будет от борта танчить. Ничего, подождем. У меня времени до хера. Съебався. На базе жопа. О, ну поехали на базу. Найдем парикмахера дядю Билли. Сюда. КПЗ не вчекался там. Сюда целит или нет? Не сюда. Как вы думаете, капну? Ебать, хорошо. Парикмахер дядя Билли. Если гриль в очко ко мне не заедет, мы сейчас заявимся к ним в очко. Найс. Вот этого можно тоже определять на шконку. Под шконку, точнее, осуждаю. Тех, кто не под шконкой, осуждаю. Пафельница не пробила, еретик. Я сунул в труп. Вот я так всегда делаю, если что. Тут ничего плохого. Короче, я просто вот так вот доигрываю катку, потому что мне плохо. А могло ведь, да? Это вот славянин. Они знают, где ублюдки, ничего страшного. Еще на второй останется по-любому. Или нет? Бех. Ой, хорошо. Дед, добери его. Дед не добирает. Сначала, блядь, на Е4 смотреть надо, чтобы добрать его, да? Понимаете, вот если бы они не забирали базу. Ебать, я не дал урон. Ёп. Ну вот я просто поленился выйти в снайперский режим, вот что я вам скажу. Сука! Сука! А ну. Я не дам. Бля, я конч. Мне черточка подстанила, не успел довернуть Харю. Ну зато раздача, сука, да? Так. Иероглиф, да, что ты ему говоришь, он же пьяный, да? Да. Так, блять, это четко. Угу. Дорогочлав, как бои, как жизнь. Роберт, здорово, бои нормально. Нормально. Кстати, вот неплохонько. Неплохонько сегодня. Так, давайте на вот этом тоже звездочку собьем. Здесь нам еще, конечно, терпеть, будь здоров. Будь здоров, ну ничего, вкачаем, у нас столько будет веселухи скоро.
Осталось только докачать, да? Я на гору поеду, я все сказал. На этом корыте медленно, ну ладно, все равно надо ехать. Надо водички хлебануть. Поедем на гору. Вячеслав, глянешь стату? 200 рублей. Чек статы. Не помню. Ну, по идее, должно быть указано в описании. Ах. Блин, ну каточка такая бодренькая, прям совсем. Прям совсем. Давай на 704 поиграем, люблю, когда большой и толстый. Ну давай. Давай. Можем завтра на нем стримец организовать. Он уже полностью в топе. Уже готов к фистингу. Но мне он не нравится, хуета полная абсолютно. Медленно едет, он на самом деле ни хера не танчит. Иногда там, понятное дело, что какие-то шальные тычки можно не пробить. Ну ладно, на дистанции он вероятно танчит, а на деле, конечно, как ты будешь на дистанции играть? Не, я понимаю, что на нем надо играть в дистанции, но я не хочу. Вот а вблизи, конечно, его просовывают. Надо мне, наверное, поставить... Хотя закалка туда, наверное, никуда не влезет. А, ну да, турбину. Я не помню, что у меня за оборот. У меня досылатель и турбина. А что третье? Без понятия. Может быть, приводы. Ну, короче, на него имеет смысл закалку ставить хотя бы. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Блин, чекни мою елду, ну, пожалуйста. Вот так вот. Вот Так. так вот. Вот так вот. Чуть-чуть на пивко. Спасибо, родная. Все, я завтра, значит, буду пить. Давайте мы завтра организуем пивной стрим. Будем играть на... Бля, я дерьмо выстрелил. Оно полетело чисто в перекрестие, вы заметили? Он другое дело. Пошел нахуй. Хорошо. Он санул Вячеслав. Пошел нахуй. Ну, нормально, 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 да-да-да. Арточка там не прощает. Ну, вы поняли, да, кто воспитывает топы? И имбочки тоже. Банан провален полностью, полно. Блять, ну почти, сука, вы видели? Это вот рачий скилл, да? О, бля, приехал мальчик по соседству. Ты все, ты все. Обиженный. Обиженный выехал, решил просунуть. Нет. Нет, Леша. Конечно, минус. Ой, и здесь тоже лагает, понимаю. Леша из Леша Тим. Идите нахуй. Ой, да сколько можно в эту гуслю стрелять? Какие вы ублюдки? Хорош. У меня есть союзники или нет, кто понимает? Кто разбирается в союзниках? Надеюсь, что мне дадут отъехать. Если не дадут, то будет скандал. Сосать! Ой, какие вы несносные глупцы, вот серьезно. А, ну ладно, да, я бы не пробил. А так хотелось, да, вот так вот по ковбойски выехать просто и заплевать очко ему. Хорош, и едем за ним. Инкровибле, просто охеренно. Да, не в меня даже полетело, но он попал.
Он прям поедет. Да, он поехал. Поехавший дебил. Там мной бы мог поперестреливаться, было все нормально. Блин, здорово. Вообще неплохо. Так, Вячеслав ага. Семен чекни. Угу. Ты относишься к Тому Харди. Но он неплохой актер. Надо дать должное. А так почему с него все дрочат, я не понимаю. Вот. Ну, типа, мужик брутально выглядит, с ним прикольно всякие мемасы делать, да, из пацанских цитатников. А так... Я о нем, понимаешь, я о нем не знаю ничего как о личности, поэтому я о нем ничего сказать не могу. Вот, какой он хороший, плохой, без понятия. Видел его несколько ролей, но он молодец. Он молодец. Голос, знаю, у него низкий, но многие даже шкалатроны пародируют, копируют голос. Больше ничего о нем не могу сказать. Я не знаю, против он СО или нет. Я не знаю, что о нем говорить, вот поэтому вот так. Ну да. Нихера себе он в борт на 400 дал. Имей совесть. Кстати, можем каточку слить, да? А, не, все не солем. Хари где-то на базе. У нас берет базу. Блю. Это серьезная заявка. А, нет, все не серьезно. До хера хп, а у того мальчишки ни хера. Там. Отлично, отлично. Охеренная катка. 5 фрагов. Это еще x2, 3к урона. Блин. Красава, да. Катка реально хорошенькая. Хорошенькая. Потанчить хорошо получилось. На 3000 урона, это не считая херовой горы тычек в гуслю, да, который не считается в натанкованный, там бы было вообще. Там был бы скандал уже. А это надо понимать. Но здесь меня смущает, конечно, я все-таки... Понимаете, здесь надо будет ставить ходовую. Я так посмотрел по весу. Меня станет башня и пушка, но оборудование вроде не влезет. Надо будет выводить его в топ, а это уже во мне это. Это уже А, вот, у меня улучшенный прицел, пиздец. Что, поехал? Совсем? Парикмахер дядя Билли. Постриги мой С под нолик. Он признался, что был в отношениях как с девушками, так и с мальчиками. Ну и хер с ними, мне, честно говоря, насрать, кто с кем трахает. Поэтому... Что сказать? Понятное дело, что можно подшутить и так далее. Ну, блин, лупит собачку еще дальше. Все-таки нам-то его оценивать как актера, да? А не как там. Понимаете, есть херовая гора актеров, которых все любят и так далее, музыкантов, которых все любят, а они дома пиздят жену, например, либо детей там со всей силы, да, там не в воспитательных мерах, да, чем-нибудь еще, либо пялят собак, а мы об этом не знаем. И когда это выясняется, резко актера прям отменяет, вот, хотя по сути мы его видели как актера, да, и для нас ничего не должно меняться, потому что мы его видим исключительно только в роли кого-то. В роли себя мы актеров, особенно западных, не видим. Да и наших, честно говоря, тоже. Так. Потому что я успеваю на позиции, это очень хорошо. Давайте. Я за зданием не становлюсь, потому что низковатая ПТХ. Я буду смотреть на кирпичи. Там может что-то неприятное быть написано.
Вау, уезжай! Молодец. Во. Гниль там едет. Ох, блин. Интересно, он поймет, что я его могу пиздануть или нет. Он вообще никуда не смотрит. Он, может быть, даже вышел из игры. Надо фугас заряжать. В таком случае пропал за свет. Пизда. Хорошо, хорошо. Хорошо, ну, не знаю. Ух ты, блядь, на 1200 поймала свинотавра. От Якина. Якин на дальнике там. Гриля, само собой, добивать мы не будем. В планы не входит. Тоже так себе обстановочка. Теперь не по кайфу. Вот, блин. Ну не буду же я выкатываться на шот, но вот. Его убили, да? Парикмахер, дядя Билли. Постриги мой С под нолик. Ждем новостей. Яшку, я думаю, что больше уже не подсветят. Жаль, я бы ему просунул. Давайте, может, так просто капнем туда хотя бы, да? Ясно. Ой, такой чертозавр, это вообще. Не успею всунуть. Надо вот так вот стоять, чтобы всунуть. А, нихуя, я думаю, он за домом там едет, я дебил. А меня не чекнули, ясно. Я тебя услышала, я поняла. Какая-то шишка большая тут упала. Рядом. Ну, поехали, там Якина каким-то образом увидели. Я думаю, что больше не увидят. Блин, либо под базу ехать. Нет мне места, сука, снова. Ой, бля. Блядь, она настолько притирку с сисечкой пролетела, что... Ну, это было почти увы. Короче, разберутся они здесь. Надо где-то зацелить базу. Тут всего 260, конечно, здоровья. Я ему никак не помогу. Ну, вот этого как-то распялил. Тоже молодец. Блин, ну и вот тоже, если бы не бабаха. Да, а бабаха конч, который не едет вперед. Могло все поменяться. Корень. Ну и куда это он так ехал? Я затупил. Я затупил с этой подливой, потому что ему надо было нормально выстрелить.
Я еще под кальбибер этот. Не знаю, кого до сих пор не убили. Ой, блядь. Я вот, честно говоря, не знаю, что делать. Поехали, я сделал что-то действительно полезное. И просто вкачу. А, ясно, я понял. А, ну ладно, слушайте, хорошо. Француза убили. Отсюда я думаю, что Хари меня кинет в борт. Я буду себя плохо вести. Это нам не надо. Да. Яшка просто мразь. Знаете, что мне еще интересно? Смогу его пересветить или нет? Наверное, в кустике стоит, я ему ничего не сделаю. Boy next door. Amazing ass. Ну, катка максимально напряженная. Ну как, это в основном связано с тем, что я не знаю, что мне сделать. Так-то катка нормальная. Не могу нигде свои щеки пристроить тут. Яшка ни разу в ответ даже не выстрелил. Тут там нет. Не прочитаю все комменты, я извиняюсь. Я тут погряз в игре полностью. Полностью. Конь уехал. Конь уехал, клоуны остались. Это как? 5 минут до конца катки. Во-первых, Яга у них просто мразь, который весь бой сидит на базе. И он как раз таки в один момент мог поехать и пропушить, и вообще зарешать здесь. Он им сливает катку. И Путеха вторая такой же дебил. Там вообще лютая имба, и он стоит на месте. Я бы очень хотел сюда вкатить, но мне очко разорвут. Вон Яшка. Охеренно, охеренно. Поехали вкатим. Так, а здесь есть прострел у них? Значит, и есть. Boy next door. Amazing ass. Угу. Куда-то поехал, дебил.
Все, ваша очко очищено. Хочу просто... Ой, отлично. Поехали в яшку. У него он вообще без КП, видите? Что с ним такое? Я надеюсь, что это я ему так вежливо накапал. Да. В землю. Земляной червь. Хорош. Чуть не произошел эксцесс. Знаете, вот мне нравится на 704-м кататься, но это настолько обманчиво. Он не такой. Не такой. Это тот танк, который пиздит все. Это он. Хорек. Жестко. Мне не чекнул, соболезную. Зря я выстрелил, чтобы было очевидно. Пошел ты. Бля, ну это смешно. Просто смешно. Ну-ка, а что по ДПМу? Я вижу, что этого трансмиссия сломана полностью. Я его, кстати, вот в эту херь пробил под колом. Ну и все, 5600. 5, сука, 600. Вот это да. Ну-ка, может, ему всунем тоже? Блин, ну весело, весело. Согласен. Жирная альфочка — это всегда круто. Ну а теперь главное, смог ли я хотя бы разок всунуть в Якина? 5686 у меня, если что, урона. Давайте почитаем комменты. Так. Это норма. Угу. Семен, как думаешь, твои подписчики победят подписчиков Джова за школьными гаражами? Блин, не знаю. Не знаю. Да. Конечно, победят. Меня в среднем смотрят от 25 до 35 лет. Вот, поэтому они школьников чисто весом задают и пивными животами. Так. Привет, почему ты про себя говоришь, Гачеслав? Страшно стало, здорово. Ну, это Степ просто. Меня вообще Семен зовут. Вот. А Гачеслав, потому что Гачемучи слушаем частенько. И Сагдиков тоже не моя фамилия. Я чисто стебусь. А мне очень нравится фильм «Воин» с его участием. А мне, кстати, как-то нет. Я в детстве смотрелся боевиков, и это как-то так. Не, ну прикольненько. Это тот, который еще в России пересняли, да, хуетует? Нормально. Вот сниму фильм про мафиозников, типа двух братьев-близнецов, прикольный. Там двух разных людей играют, они действительно выглядят как два разных абсолютно. Панина, не трогайте святое, да. Ё-моё, я на грани просмотров. Значит так, смотри, мы поиграли 3 боя в 5325. Как? Итоги стрима на Леопарде, наконец-то свезло, хотя бы лагов не было. Только один бой был, да, очень, наверное, самый тяжелый бой, там лагало. Вот, но получилось подсобраться. И сервер даже подсобрался под конец, что радует сумасшедшим образом. Значит так, огромное спасибо Крепкий Орешек за 100 рубасов. Спасибо, родной. Китайские иероглифы, спасибо за сатен. Оби Срак Киноби, да, правильно прочитал. Спасибо за 51 рубль. Алексей Бекер, спасибо за 250. И Серега, спасибо за херотучу песен и бабла.
Приятного вечера. Я думаю, что не только лишь все ложатся спать, да, в 10 часов. Завтра мы будем, возможно, на 704 играть или на чем-то еще. На чем-то веселом, а может на БЗ будем играть. Приятных выходных. Да, встретимся завтра. С вами был Вячеслав Сагдиков. Пока-пока.